Что же касается резолюции по Алеппо, которую усиленно продавливали в Совбезе ООН американцы, то правом вето, заблокировавшим ее, воспользовалась не только Россия, но и Китай, который обычно старается вето не применять. Достаточно сказать, что за всю историю существования ООН Китай делал это всего 9 раз, в отличие от тех же США, больше 80. За такую солидарную с Россией позицию по Сирии китайского постпреда попытался отчитать британский коллега и тут же получил в ответ. Вето Китая вызывает особое удивление, несмотря на неоднократное заявление против того, чтобы политизировать ситуацию и вести диалог. Китай выступил на стороне России, которая является участником данного конфликта. Проще говоря, Китай применил вето они применили право вето не потому, что не было консультаций, а именно потому, что они по-прежнему верят в этого деспота, который уничтожил более полумиллиона людей, который санкционировал уничтожение гражданского населения, когда они спасались бегством из разрушенного Алеппо. Деспота, который готов превратить Сирию в руины, вместо того, чтобы вести переговоры по давно назревшему вопросу о мире. Я мог бы долго продолжать, но хочу задать России вопрос. А к чему вы стремились вот сегодня? Вот уже последние 71 год Совет Безопасности отвечает за поддержание международного мира безопасности, и каждый сидящий в этом зале взял на себя обязательство выполнять эту задачу. И вот своим вето сегодня Россия вновь стала на пути конкретных вызывающих доверие мер. Сейчас слово послу Китая, пожалуйста. Решение по проекту резолюции в тот момент, когда по-прежнему остается серьезное расхождение в позициях, не способствует дипломатическим усилиям заинтересованных сторон и не помогает улучшить ситуацию в Сирии. Положение в Сирии – это есть результат воздействия многочисленных пересекающихся факторов, поэтому только комплексный подход может обеспечить правильное и комплексное решение. И необходимо решать гуманитарную ситуацию в Сирии, и в равной мере необходимо действовать на политическом треке и помогать сторонам добиваться соглашения, которое было бы приемлемо для всех путем мирных переговоров в соответствии с принципом под руководством Сирии и самими сирийцами. Важно, чтобы Совет по сирийскому вопросу выступал одним голосом, и чтобы действовать вместе для того, чтобы играть конструктивную роль и добиваться политического решения сирийского кризиса. И, наконец, хотел бы просить уважаемого представителя Соединенного Королевства, какое у вас есть право искажать позиции других стран. Совет Безопасности – это суверенный форум, и здесь нельзя совершать бесчисленные нападки на позиции других стран. Конструктивный подход на основе принципов устава ООН – это тот минимум, который требуется от всех и каждого государства-члена. Я хотел бы просить уважаемого представителя Соединенного Королевства прекратить свои попытки отравлять атмосферу в СБ ООН и злоупотреблять правилами СБ ООН. Надеюсь, что подобные действия не будут повторяться в будущем. Подобные злоупотребления не будут повторяться в будущем. Спасибо. Слово имеет посол Российской Федерации. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Для меня дискуссия закончилась несколько неожиданно. Вы начали свое выступление национальное. Я тоже хотел бы сказать несколько слов после уже проведения голосования. Но я не буду говорить очень долго, поскольку мы ситуацию в Сирии обсуждали не раз, в том числе совсем недавно, и принципиальную свою позицию мы излагали. Прозвучали некоторые вопросы, такие риторические, или, может быть, не риторические, полемические, чего же добивается Россия. Я вам скажу, что Россия добивается. Россия добивается такого решения, которое, и в том числе решение Совета Безопасности, которое имело бы шансы на успех. Вот та инициатива, которую обсуждали Лавров и Керри 2 дня назад, она имеет шансы на успех, поскольку она привела бы к эффективному завершению трагедии Алеппо, которая продолжалась уже несколько лет. Причем не только востока Алеппо, но и запада Алеппо, поскольку это вся, по сути дела,
одна большая зона ведения военных действий. И я сожалею, что представитель Соединенных Штатов выступил очень воинственно. Из ее выступления еще раз следовало, что делегация Соединенных Штатов в ООН пытается дезавуировать эту инициативу государственного секретаря. Но надеюсь все же, что государственный секретарь найдет в себе силы вернуться к реализации этой инициативы, и тогда бы мы подвели вопрос действительно к такому решению, которое было бы эффективным и долгосрочным. Теперь буквально одно слово по поводу выступления представителя Украины. Мне показалось довольно любопытным, что все претензии, которые представитель Украины пытался предъявить Дамаску, могут слово в слово быть обращены Киеву с его так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Постановка вами сегодня на голосование проекта резолюции по гуманитарной ситуации в Сирии является нарушением процедур работы Совета, поскольку проект был положен в синьку лишь в 11 часов 20 минут сегодня и не может голосоваться ранее завтрашнего утра, в соответствии с правилом о 24 часах. Консенсуса о нарушении этого правила среди членов Совета Безопасности нет. В данном случае это имеет принципиальное значение, поскольку дополнительное время позволило бы членам Совета учесть некоторые новые обстоятельства и прийти к консенсусной резолюции, к такой резолюции, которая могла бы на практике способствовать улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и, в частности, в Восточном Алеппо. Эти обстоятельства состоят в том, что 2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри провели в Риме переговоры, итогом которых, по предложению американской стороны, стала договоренность организовать в Женеве работу экспертов для решения проблемы Восточного Алеппо. Мы при этом выразили готовность приступить к такому обсуждению немедленно и провести первую встречу уже в воскресенье 4 декабря. Однако американские партнеры предложили ее отсрочить до среды 7 декабря. Мы готовы и к этому. Предложенная схема предусматривает полный вывод всех боевиков из восточных кварталов города, что соответствует и известной инициативе Стафана де Мистуры. Сначала предполагается согласовать маршруты и сроки их вывода. Как только это произойдет, вступит в силу режим прекращения огня, который позволит провести эвакуацию боевиков. Таким образом, проблема Восточного Алеппо будет эффективно решена при обеспечении безопасности мирных граждан, бесперебойной доставке гуманитарной помощи и нормализации обстановки в целом. В нынешнем же проекте резолюции речь идет не об уходе боевиков из Восточного Алеппо, а о немедленном прекращении огня. При этом боевикам отводится 10 суток на то, чтобы определиться, соизволят ли они стать частью перемирия или нет. Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил. Неужели сохранение их контроля над несколькими кварталами города стоит страданий тысяч людей? Российская Федерация не сможет поддержать поставленный гуманитарной тройкой проект резолюции, проголосует против него, о чем мы заранее честно уведомили членов Совета. Возможно, уместно выразить сочувствие гуманитарной тройке, которая, как нам известно, подверглась беспардонному давлению западной тройки постоянных членов Совета Безопасности, требовавшей в очередной раз поставить на голосование обреченный проект. Такие действия мы считаем провокационными, подрывающими усилия сопредседателей Международной группы поддержки Сирии по урегулированию, в том числе вокруг Алеппо. Провокации происходят не только в зале Совета Безопасности в Нью-Йорке, но и на сирийской земле. Сегодня боевики подвергли артиллерийскому обстрелу медицинский городок российского мобильного госпиталя в Алеппо. В результате прямого попадания мины в приемное отделение погибла российская военнослужащая-медик. Позже от ран скончалась медсестра. Сейчас специалисты борются за жизнь врача-педиатра. Эти люди реальным делом помогали сирийцам, в то время как некоторые фальшивые родители за гуманитарные принципы все это время разрушали страну
щедро спонсировали террористов и продолжают беспокоиться об их судьбе, чтобы любой ценой притворить свои планы в регионе. Предупреждаем вновь, эта политика обречена.